Друзья, коллеги, мы с вами начинаем нашу пресс-конференцию, которая посвящена знаменательному событию в истории нашей республики, в истории нашей культуры, я думаю, да и всего истории чувашского народа. Пресс-конференция посвящена учреждению Дня чувашской вышивки. Вы, наверное, знаете, что День чувашской вышивки у нас учрежден 26 ноября. Мы будем его праздновать 26 ноября. И говоря более подробности, я думаю, что я предоставлю слово исполняющему обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Светлане Анатольевне. Спасибо, уважаемые коллеги, что пришли. Все-таки я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, потому что плотно работала со всеми с вами, журналистами. Очень рада видеть здесь представителей и национального телевидения Чувашии, и ГТРК Чувашии, и советская Чувашия, и чебоксарские новости. Я очень рада, что эта тема вас заинтересовала. И сегодня как мы построим работу. У нас будет пресс-конференция такая компактная, будет состоять из двух частей. Сначала я расскажу о Дне чувашской вышивки, какие основные мероприятия у нас запланированы. И дальше уже Ирина Петровна Меньшикова, она расскажет о традиционном мероприятии Арнавид Фест Эреш, которое тоже, в принципе, очень хорошо вписывается в дни проведения чувашской вышивки. Что нужно отметить? Глава республики подписал указ о Дне чувашской вышивки вчера. И выбрана дата, мы обсуждали и с общественным советом Министерства культуры. На прошлой неделе мы собирались первым новым созывом. И мы обсуждали, конечно же, с общественностью, то есть с учеными, с людьми, которые имеют самое прямое отношение к сохранению чувашской вышивки. То есть это были ученые Чувашского гуманитарного института, сотрудники Пахадзера, сотрудники музея чувашской вышивки. Мы обсуждали. Вот 26 ноября действительно выбор не случайный. Первое, на что мы сделали акцент, когда женщины садились за рукоделие. За рукоделие садились, когда все осенне-полевые работы были завершены. Женские руки освобождались, и была возможность собираться в таких компаниях, можно сказать, и творить, создавать вот эти прекрасные творения. Кроме того, 26 ноября – это день рождения Екатерины Иосифовны Ефремовой. Для специалистов, конечно же, это имя о многом говорит. Она один из основных основоположников, благодаря ученым, благодаря трудам которой сохранилась чувашская вышивка. Она скрупулезно собирала эти материалы для того, чтобы потом ученые, мастерицы могли уже анализировать эти работы и сохранить. 26 ноября в этом году мы впервые будем праздновать, то есть отмечать этот день. Мы уже готовимся совместно с торгово-промышленной палатой, совместно со всеми органами местного самоуправления, со всеми органами исполнительной власти. Основными нашими партнерами в проведении Дня чувашской вышивки, помимо торгово-промышленной палаты, помимо гильдии мастеров народного искусства, которые они курируют, конечно же, у нас будет Министерство образования. Вы все прекрасно понимаете, что именно Министерство образования курирует учреждение образования, а наша задача дойти до фактически каждого ребенка, до каждой девушки и до каждого юноши, для того, чтобы еще раз показать, насколько богата чувашская земля. Мы планируем совместно с Министерством образования проведение мастер-классов. А для этого у нас есть, конечно же, определенная база. Может, кто-то из вас и видел, но вот в 2014 году была издана вот такая книга «Чувашская вышивка в школе». Книга была подготовлена Жачевой и Ефимом. Тираж был достаточно серьезный тогда, в 2014 году. Я думаю, что эта книга пока даже есть в наличии в магазинах Чувашского книжного издательства. Кроме того, очень большую работу провел в прошлом году, конечно же, и Музей национальной вышивки. «Волшебный узор Экиске» была издана в прошлом году вот эта книга. То есть эти материалы, где уже собрано и изучены, вообще изучена чувашская вышивка, они станут такой теоретической, скажем, базой и практической базой для проведения этих мастер-классов. Кроме того, совместно с Минфондом политики Чувашии мы планируем подготовить видеоматериалы для того, чтобы, если мастерица не
они дойдут до каждой школы. Тем более мы сейчас знаем, что очень сложная обстановка в связи с эпидемиологической ситуацией. Чтобы видеоматериалы были доступны для учителей технологии, для того, чтобы они могли проводить эти мастер-классы, уже опираясь на вот такую хорошую базу. Ну и, конечно же, у нас в планах мероприятий языкового развития Чувашской Республики, которые будут использовать чувашскую вышивку как бренд для того, чтобы продвигать республику на российском и международном уровне. Одно из самых основных мероприятий, это мероприятие, которое мы проведем в Институте культуры. Это будет лаборатория, куда мы приглашаем, помимо журналистов, конечно, без вас это мероприятие не получит такого должного уровня, мы будем приглашать мастериц, которые сохранили это искусство. Мы будем приглашать ученых и совместно со студентами Института культуры уже будем вырабатывать различные пути для того, чтобы популяризировать наше народное достояние. Основное, наверное, все пока, потому что пока план мы собираем по крупицам, как правильно выстроить вообще вот эту работу. Если у журналистов будут какие-то предложения, свои видения, мы готовы смотреть, готовы выслушать и принять во внимание ваши предложения. Спасибо, Светлана Юрьевна. Коллеги, у вас есть вопросы какие-то? Может, да, конечно. Давайте договоримся по формату, я думаю, что вы не первый раз представляетесь, какое издание и задаете вопрос. Скажите, пожалуйста, Светлана Анатольевна, а не планируется ли популяризация на деле вот, чувашской вышивки? Может быть, на уровне даже министров, когда проходят какие-то торжественные мероприятия, в частности, День города, День республики, какой-то вот дресс-код, именно на пиджачках вышивка, на белых блузочках, и обязательно все представители министров вот в такой форме. Это, наверное, больше не вопрос, а предложение, которое мы учтем. Когда особенно, наверное, актуально для проведения Дня республики. Это ваше предложение для того, чтобы какой-то элемент, какой-то орнамент он был. Мы возьмем, получается, на рассмотрение и учтем ваши пожелания. Действительно, сейчас из таких предложений будет у нас собираться наш план, наше мероприятие, которое будет в следующем реализовывать жизнь. Возможно, походили поможет нам изготовить какой-то знак, который будет крепиться к лацкану пиджака, допустим, или просто к верхней одежде. То есть один знак, а вот такого разнообразия, стилизованный под современный Да, мы будем обсуждать. Пока хорошее предложение. Замечательное предложение. Коллеги, еще какие вопросы? Тогда, да, пожалуйста. Ну, наверное, не только тогда одежда. Можно, наверное, выйти с предложением к фабрикам, которые производят ткани, чтобы чувашская вышивка была, например, на постельном белье, да, то есть выпускать уже ткани с образцами чувашской вышивки. Наверное, будет достаточно необычно и Очень красивое предложение, да? это очень кропотливо, это такой ручной труд, это сейчас очень ценится, это, мне кажется, в рамках современной моды. Я предполагаю, что у нас с вами даже круглый стол получается, потому что вам настолько, видимо, эта тема интересна, и у вас тоже есть предложение, не только вопрос. Тогда позвольте предоставить слово следующему спикеру. Да. Маргарита Яковлевна Павлова, заместитель директора фирмы художественных промыслов «Богатыря». Это человек, который сейчас вот именно профессионально занимается популяризацией этой фирмы, именно в той части, которая касается создания произведений, продукции именно чувашской вышивки. Добрый день всем. Действительно, последние годы фирма художественных промыслов «Богатыря» проделала огромную работу с регионами Российской Федерации у себя в республике по популяризации чувашской вышивки, изделий с чувашской вышивкой. Это все благодаря тому, что в 2018 году исполнилось 95 лет фабрики «Богатыря», и мы решили проехаться по регионам с выставкой, которая называлась «Чуваши, творцы и хранители». Выставка была очень интересная,
помимо изделий с чувашской вышивкой, производства нашего предприятия участвовали также и Зинаида Ивановна Воронова со своими украшениями, головными уборами, и были скульптуры Петра Степановича Куприна, заслуженного художника Чувашии. Конечно, вот что я хочу сказать, очень интересно, даже я сама, наверное, больше научилась как-то по-другому относиться к нашему этому национальному богатству. Потому что, согласитесь со мной, что мы с детства своим детям это не даем. Так ведь? Что такое? Нет, на самом деле, что за узоры, что они означают, почему так одевали, в чем различие наших костюмов и женщин, и девушек, и так далее. То есть это уже все равно, по большому счету, никто не знает. Что, мало кто изучает, и у детей интерес, конечно, есть, хочу сказать. А вот за пределами республики, конечно, интерес огромный. Буквально в Москве, например, в прошлом году мы были 2 раза. Это первый раз в России проводилась выставка, называется «Частные музеи России, самородки России», где мы тоже приняли участие. Очень интересная выставка, настолько богатые музеи, но вот среди них мы тоже не потерялись. Есть у меня видеозаписи, что не только посетители, а сами владельцы частных музеев подходили, восхищались и просто говорили о том, что такой красивый народ, оказывается, в Чувашии, мы и не знаем. Также мы в декабре были в культурном центре МИДа России с выставкой тоже. Там послы, дипломаты были, и тоже, вот знаете, настолько интерес огромный, хочу я сказать, к нашим вышивкам, нашим изделиям. Поэтому, конечно, на уровне одного предприятия или, скажем, частных каких-то людей, учителей, может быть, там, которые очень много вкладывают в это дело, это не осилить нам. И то, что вот этот день появился уже, это для нас огромный плюс, даже для того, чтобы мы смогли передать нашим детям вот это богатство. И когда экскурсии я провожу, я обычно что говорю, что раньше наш народ почему сохранил язык, песни, вышивку, потому что издавна были 2 задачи у нашего народа. Первое – это все-таки уважение к старшим, предкам. Так и говорили, нам нужно уважать своих родителей, предков и так далее. А вторая задача была не менее важная – это передача подрастающему поколению. Что мы это сейчас не делаем, честно, на мой взгляд. И поэтому, когда есть возможность уже всем миром, всей республикой, вот разные предложения уже тут прозвучали, да, взяться вот за это дело, я думаю, что это плюс для всего нашего народа, для сохранения именно как народа, идентичности народа. Еще хочу сказать, что Пагадера, тут благодарность генеральному директору фирмы Наталье Ивановне Посынкиной, проводит работу с детьми. Мы ежегодно проводим с 2009 года, извиняюсь, после того, как открылся музей на фирме, детский конкурс «Азамлы Теретенджи. Чудесный мир вышивки». Принимают участие дети не только с нашего района, Чебоксарского сначала как районный появился, а теперь он уже межрегиональный, потому что принимают участие дети из других регионов. Это тоже очень немаловажно. И настолько интересные работы по разным номинациям. Там не только вышивка, там и резьба по дереву, там и стихи, и сочинения. И мы в прошлом году выставку этих детских работ провели в Национальной библиотеке нашей, здесь в Чебоксарах, и в библиотеке имени Маяковского. Я не говорю о том, что еще в районе Кубесов. Поэтому в этом году мы хотим объявить о конкурсе уже 26 ноября, и уже хотим привлечь сюда не только детей, не только школьников, но еще и студентов, учащихся вузов и СУЗов. Так что ждите наше положение, и я думаю, что участников будет много. Вот работа будет продолжена. Ну что еще? Вопрос. Я могу много сказать. Конкурс будет среди студентов, да? Или как? А? Конкурс будет среди студентов? Да, а со студентами мы хотим именно по национальному костюму. Потому что нас привлекли серебряные, Чуваши есть, да, есть вот серебряные украшения готовят.
Они нас привлекли к своему мероприятию на заливе. Мы участвовали, Агадуй, такой молодежный был Агадуй как-то в прошлом году. И показали дефиле наших костюмов, национальных костюмов. Было очень интересно. Я сама общалась с молодежью, вот они спрашивали, как, почему так, например. Вот вопросы у них есть, возникают. А я бы вот такую блузку хотела, потому что мы показали двух как бы отделений. Первое это старинная одежда, а вторая это современная. Вот на мне тоже блузка, например, с вышивкой, современная как бы блузка, да. Ничего такого, но в то же время я считаю, что уже достойно, уже говорит о том, что я себя уважаю. Потому что на эту конференцию пришла вот такой блузке с вышитой. Ну, это уж так, шутка у меня. А на самом деле молодежи очень интересно, и поэтому костюмы какие сейчас носить нашим молодым людям, это мы должны как-то вместе с ними тоже решить. И если, например, будут интересные проекты, дизайн одежды, костюмов, то мы готовы на фабрику уже это массовое производство пустить. Можно вопрос? Да, конечно. Чашна цикли, они сказали, что мы шагом семи годами вот пазарлар, где конкурс прикрывался, где шамна кей мажут тоже средства, да, массовая информация, ушинже конкурс регулирует. Вот как пахажим, черезем ушинже, трейдем ушинже, может красный лавс у нас азикам, лайв сюжет мавудар, кем радио бар, сюжетом мавудар использован. Мажут пожалуйста газангол. И был уже ищение, массовая средства информация, ищение, ищение уже принимает мажут. То есть каждый районда вот нашла пахажим бур бала ищение, вот я тут собрался. Bizning ekranda radio qiladigan o'shasini qanday kishkirmay bo'ladi. Bizim palatni уже jo'rini anlatmalar уже популяризация ярмарка устраивала. Чанамада уже не бил. Вот те чагамала, чага конкурса что записал. Кабинетах марта сувенирной продукции. Вот день республики была туристин шипитину Тенер Грима Спиртису школы. И по-моему, Положение конкурс. Что-то я имею в виду, что я Ну еще к сведению хочу сказать, что в прошлом году наше предприятие признано предприятием народных художественных промыслов Минпромторгом России. И в этом году мы также бренд Чувашской вышивки, это место наименования происхождения товаров, также работаем с Роспатентом и думаем, до конца дойдем. То есть мы тоже... Уважаемые коллеги, я сказала все, что могла. Вопросы есть, у многих есть мой сотовый телефон, поэтому можно позвонить, можно уточнить. Вот Елена Геннадьевна, заместитель министра, она курирует это направление, можно ей дополнительные вопросы задать. Поэтому спасибо большое. Друзья, есть еще вопросы? Ну, также, если нет вопросов конкретно я несколько слов предоставлю автору нового издания, которое действительно вышло в прошлом году. Наверное, год только прошел. В прошлом году вышел в издательстве Азамла Азамла Кискея Жесем. Наталья Ивановна, давайте несколько слов. Вообще, да. Ну, вообще у нас уникальный работа в чувашской культуре, я считаю, потому что именно чувашские женщины у нас сумели сохранить древнейшие швы, их названия. Хотя у нас вышивка вроде бы похожа на марийскую, да? Многие это отмечают, но все равно, как писали еще ученые в начале 20 века, Иван Сурнов, например, казанский историк-этнограф, именно чуваша у нас в Поволжье принадлежала роль передачи азиатских мотивов далее на север, на запад они писали. Наверное, на самом деле так, потому что и другие ученые, не только чувашские, но и казахские, например, и башкирские ученые, историки писали, что именно наши вышивки сохранились азиатские мотивы, иранские мотивы, даже название это замечается. Например, основной шут у нас называется Хамберслан. Это у нас
слово хам-дузи, например, хам это колер, а дузи шитье, вышивка получается. Получается вышивка весьма. И другие, что, например, Евкин, мы называем контурный чувашский шов, который выполнялся всегда черными швами, тоже нас увозит далеко, из Поволжья в Среднюю Азию. Сравниваю, например, Евкин, Джипек, извините, ну, почти так же звучит, например, в казахском языке. Это был тоже контурный шов, примерно такой же, но ушивали шелковыми нитками. У нас тоже вышивку всегда ушивали шелковыми нитками в начале. И в 18 веке только шелковые нитки использовали. Это тоже говорит о древности. И других названий замечается, например, узоры-кески, вот, это народный женский символ, их вышивали только на женских рубахах. Это вообще считаю, это определяющий символ нашей культуры. Это всегда запущенные композиции. Вот, посмотрите, все они такие квадратные, ромбические формы, восьмиугольные формы. Подобные узоры иногда встречаются у других народов, но именно на укладке, на груди, они встречаются только в культуре нашего народа. И такие же узоры у нас вышивали болгарские женщины, именно дунайские болгарские. Хотя предки чувашей и болгар, мы знаем по истории, когда вместе жили на Северном Кавказе, ушли, отделились еще в 7 веке. Но вот эти удивительные узоры сохранились у нас и у болгар. Это тоже говорит о древности наших чувашских узоров. И вот, чтобы сохранить нашу удивительную вышивку, как раз мы 23 и 24 октября проводим конкурсы. 2 разных конкурса у нас будет. В первый день мы собираем вышивальщиц. В течение дня они должны будут сидеть вышивать какой-нибудь аксессуар для костюма. Конкурс называется «Марафон мастеров». На второй день мы проводим другой конкурс по костюму, называется «Неискучная обыденность». Здесь мы уже собираем модельеров, начинающих художников. Заявили у нас студенты нашего Чебоксарского художественного училища. Они должны представить уже готовую работу. Это костюм или рубаха готовая, современная, главное условие, но с чувашским орнаментом. Я думаю, что это только начало. Следующим шагом, может, через 5 лет мы начнем уже собирать материалы, документы для, может, Академии ЮНЕСКО, да, Петровна? Это будет следующий шаг у нас. Да, когда Россия ратифицирует декларацию о нематериальном культурном наследии, мы документы уже готовим. Ждем, пока Россия решит заключить договор с ЮНЕСКО о нематериальной культуре. Вот тогда и сразу же будем готовить, потому что действительно вы уже сами видите, что вышивка наша, она достойна того, чтобы... Она уже имеет мировую известность, но каким-то образом зафиксировать это мы, конечно же, обязаны и должны. Ну, до того, как мы более подробно начнем разговор, Наталья Ивановна уже обмолвилась об орнамент-фесте, я все-таки хочу продолжить разговор об указе о Дне чувашской вышивки и представляю слово искусствоведу, автору многих научных трудов по теме чувашского декоративно-прикладного искусства, Геннадию Николаевичу Иванову Акову. Я не буду нам говорить, но очень важно, что этот день все-таки учрежден. Очень важно, что поддержка общая. Я думаю, что и народ поддержит, и власти поддерживают, и творческие люди. Вот, поскольку это назревало давно, как мы уже говорили, и такая потребность в этом празднике есть. Но праздник не ради праздника, не ради каких-то, как это обычно говорят, раскрутки, каких-то денежных проектов, грантов или чего. Просто надо, чтобы все же мы не забывали одну из самых, наверное, главных составляющих нашей национальной культуры – чувашская вышивка. Может быть, это даже актуальность этого праздника, она сейчас возросла, потому что как таковая вышивка, вроде бы она у нас есть, но ее и нет на самом деле. Это проблема все-таки. Я считаю, что проблема
как раз стоит, и поэтому этот день учрежден, чтобы мы осознали проблему, почувствовали ответственность свою перед следующими поколениями. Мы еще свидетели живой вышивки, живого искусства вышивки. И в школах, и среди творческих людей, среди художников, и в народе вышивка еще живет. У нас регион живого искусства вышивки. Нам везет в этом смысле. И тем более важна наша ответственность перед тем, как это дальше сохранить. Уходят люди, мы знаем, вот, у потерях этого года уходят те деятели, которые всей душой болели, и те, кто именно настаивал на учреждении этого дня чувашской вышивки. Но мы еще остаемся, мы все-таки из рук в руки, как это обычно принято в искусстве вышивания, из рук в руки передаются их знания, и их умения, и желание все-таки наполнить, нужно наполнить этот день чувашской вышивки не столько праздничным содержанием, сколько событиями, делами, мероприятиями разного плана. Содержание должно быть очень насыщенное каждого из этих дней чувашской вышивки. Что в этом году, что на следующий год. Надеюсь, что этот день будет традиционным. Вот. Это очень важно. Важна наша ответственность перед временем и перед народом, перед самим собой, в конце концов. Ну, наверное, ощущение этой важности, ответственности, да, заставило принять такой указ, поскольку мы начинаем это видеть, что люди, вот вы говорите, люди ходят. И вот именно чувство ответственности перед историей, наверное, привело к тому, что этот день теперь утвержден официально. Да, я завершу сейчас все-таки по поводу вот содержательной части. Здесь несколько равноценных, наверное, по значимости направлений, может быть, не должно быть, я уверен. Это, во-первых, научное наполнение этого дня чувашской вышивки. Научная основа должна быть очень прочная, чтобы день чувашской вышивки не стал праздником китча, праздником ради праздника, праздником попсы, грубо говоря, хотя эти элементы тоже имеют право на жизнь, и они должны присоединиться, когда научная основа, то есть привлечение научных сил, которые у нас работают по этой теме. Не будем сейчас останавливаться на перечне, их много этих учреждений, этих сил, к сожалению, тоже много. Потом выставочная работа, она тоже строится на основе исследовательской. Мы знаем прекрасные примеры выставок последних лет, и сейчас, и перед нами такая экспозиция развернута. Но эта работа должна продолжаться, активизироваться, исследоваться новые ресурсы, исследоваться новые коллекции и музеи, где хранятся чувашские коллекции. Такие музеи есть и не исследованы. Когда мы делали книгу «Чувашский костюм», мы даже не успели все коллекции показать в этой книге. Вот, есть зарубежные несколько музеев, где надо изучить тоже коллекции, может быть, не самим, но тем не менее показать их здесь. Эти коллекции тоже, конечно, это наша задача, мне кажется. Потом научно-издательская деятельность должна быть, несомненно. Даже сейчас, сидя в книжном издательстве, мы уже на ходу составили план 3, 4, 5, может быть, изданий, посвященных героям чувашской вышивки. Вот. Эти герои есть. Это Жачева Евгения Николаевна, о которой мы уже говорили, Симакова Мария Васильевна, книга, которую будет готовить сейчас уже на будущий год, она запланирована. Это Ефремова Екатерина Иосифовна. При жизни эта героиня не получила никакого издания более-менее приличного, кроме буклета, может быть, черно-белого. Вот. Это тоже наш долг и вполне посильная задача. Еще там следующие авторы, уже
можно сказать, подоспели работающие именно в области вышивки, я подчеркиваю. Это очень важная тема, и надо поддерживать вот эти книжные проекты, мне кажется. Ну и образовательная и просветительская работа – это тоже очень важное направление. Работа с детьми, студентами, с молодежью. Ну, вот. И создание местных центров по народному творчеству. Я не скажу, что только вышивку нужно развивать, но вышивка, мне кажется, может быть и должна быть одной из главных содержательных частей что ли, деятельности вот этих центров народного творчества в республике, в районах республики. У нас пока таких центров нет, если так по вашему счету. Хотя есть места, где развиваются виды искусства наиболее активно, допустим, какие-то, можно найти такие шумеры, канаш, допустим, канаши там великолепный мастер работает по сувенирам. Вот. Есть и возможность создания такого центра среди верховых чувашей, допустим, Маркауши, Ильядрина. Там тоже еще искусство живой вышивки осталось. Поэтому с опорой на силы торгово-промышленной палаты, там работают энтузиасты, я могу вас заверить. Мне кажется, вот такую деятельность тоже нужно продвигать и включить в наше общее представление о Дне чувашской вышивки. Актуальна должна быть эта тема. Во-первых, мы должны понять, нужна ли вышивка нам. Может быть, даже не все сразу ответят, что да, нужна. Как, в какой форме, будет ли она жить дальше, это проблема. На самом деле это не тревога, может быть, да, и это не катастрофа. Слава Богу, у нас все-таки ситуация, я считаю, в национальной республике тем более, там, где относятся с вниманием к мастерам, к человеку, к искусству, мне кажется, есть перспектива продолжения вот жизни вот этого искусства. Я думаю, я оптимист. Спасибо, Юрий Николаевич. Ну, что я могу сказать? Вы видите, да, что указ вышел и заработала мысль. Мысль о том, об ответственности, мысль об изучении, мысль о том, что пришло время собирать камни, поскольку у нас действительно коллекция, лучшая коллекция чувашской вышивки находится, к сожалению, не в Национальном музее, не в музее чувашской вышивки, а по России это этнографический музей. 4000 единиц хранения вышивки у них. Но это связано, вы знаете, с историей, да, связано с тем, что именно в российское время уже тогда чувашская вышивка привлекла внимание, и представители, которые ездили по Волге, изучали инородцев России, они уже, заметив вот это великолепное качество и красоту нашей вышивки, собирали, и сначала в Кунсткамере эта коллекция была, а потом она была переведена в этнографический музей. Поэтому наша с вами задача, вот, по крайней мере, как директор Национального музея, я вижу как раз вот эту идею собрать вместе, если мы не... Музейный закон не позволяет коллекции в одну кучу собирать, они как хранились, так и хранятся, но нам никто не мешает электронный вариант каталога сделать. И первые шаги мы уже сделали. С этнографическим музеем ведутся работа по планированию, и на следующий год этнографический музей планирует перевести в электронный формат лучшие образцы. Это 230, я даже называю эту цифру, потому что мы уже изучали, 230 женихов, платков и покрывал невесты в электронный вид. Мы уже практически договорились, это самые лучшие образцы, которые хранятся в этнографическом музее, и они включают в свой план. Пока ведутся переговоры, как, чего, что и каким образом это делать, ну и я думаю, что и они заинтересованы, и мы заинтересованы. Вот у нас, я думаю, что получится серьезный продукт, который будет в дальнейшем расширен уже экспонатами вот, из других музеев. В каждой национальной республике Поволжья, вот мы, Геннадий Николаевич, не даст соврать, в каждом музее вот, по Поволжью есть экспонаты чувашской вышивкой. Ну, где далеко не будем ходить, это музей университета Казанского
великолепный музей, и там тоже есть наши костюмы. Вот, в Ульяновском, вот там, где живет диаспора, чувашская в большом количестве, плотная диаспора, там они есть. Ну и, конечно же, я думаю, что мы продолжим работу и выйдем за пределы России, вот как раз зарубежные музеи, где есть вышивка. То есть это достаточно большой проект, который мы хотим начать, запустить уже вот со следующего года. Завершив юридический вопрос в этом году, а работать начать с этнографическим музеем. Мы подписываем соглашение, даже есть у нас уже текст этого соглашения. Я думаю, что мы эту работу продолжим. И вы как видите, День чувашской вышивки оказался таким вот закономерным, мне кажется, планомерной работой Министерства культуры и Чувашской республики и правительства. В каком отношении? В 2015 году была открыта экспозиция музея чувашской вышивки. В 2016 году мы завершили экспозицию, дополнив его серебряной кладовой. И в этом году мы уже работаем, подготовили издание, вот Наталья Ивановна Кулиева-Захарова работала, издание уже по вышивке, каталог, можете взять, посмотреть. Это действительно каталожное научное издание. Ну и закономерным таким вот явлением стал День чувашской вышивки, который был утвержден указом 17 октября, и 24 ноября мы с вами впервые будем уже официально ярко говорить об этом. Видимо, действительно пришло время защитить наше уникальное искусство и вот таким образом о нем заговорить. Потому что я просто представила, кто вообще не имеет представления о вышивке, и тут День чувашской вышивки, а что же это такое? Ну, волей-неволей залезешь в интернете посмотришь, если человек никогда этим не занимался. Вот, ну, а Чувашский национальный музей, музей чувашской вышивки, как с первых дней своего появления на свет, музей чувашской вышивки продолжил свою работу по популяризации вышивки. И вот с прошлого года у нас проводится Орнамент-фест. Вы как раз видите, да, вот здесь, пожалуйста, вы видите фрагменты, моменты прошлогоднего Орнамент-феста, можете посмотреть. И в этом году, 23-24, мы продолжим эту работу. Здесь нужно отметить то, что мы эту работу проводим вместе с фондом «Родина наследия». Это московская некоммерческая организация, которая получила субсидию Министерства культуры Российской Федерации. Не зря здесь логотип Минкультуры Российской Федерации находится. Вот. И вместе мы в прошлом году и в этом году проводим Орнамент-фест. На сегодняшний день он у нас уже, как вы видите, Орнамент-фест 2, второй уже. И о конкурсах Наталья Ивановна вам уже сказала. Кроме этого, мы никогда не забываем о научной основе наших мероприятий. И 24-го завершать будет Орнамент-фест, круглый стол, кроме конкурсов, марафона мастеров и конкурса модельеров «Нескучная обыденность», у нас пройдет круглый стол под названием «Зеркальный мир. Мировоззрение чувашского народа в орнаментах», где у нас будут спикеры, заявлено 7. Приедет, кстати, специалист, который занимается коллекцией чувашской вышивки в этнографическом музее, Наталья Кашпар. Она выступит со своим докладом о коллекции и о проблеме, которая это основной доклад у нее будет. Вот. Она не раз была у нас в республике, занималась экспедицией. Я думаю, что будет это очень интересный представитель и взгляд специалиста на нашу вышивку со стороны. Ведь когда мы с вами варимся во всем этом, у нас одно представление. Лицом к лицу лица не увидает, большое видится на расстоянии. И интерес Натальи Кашпар к нашей культуре, он еще и проявился в том, что она начала изучать чувашский язык. Ну, если кто-то в Инстаграме, она там даже выставляет на чувашском языке, то есть это украинка, по-моему, да? Да. Русское происхождение. Да. Ну, то есть не чувашского происхождения, начиная изучать коллекции чувашской вышивки в этнографическом музее и побывав здесь на экспедициях, но я никак по-другому не могу сказать, впечатлившись нашей культурой, вот она изучает чувашский язык.
Но, видимо, для ученого это важно, потому что действительно термины же все на чувашском языке. Вот. Она еще начала вышивать. Можете набрать в Инстаграме, даже ее успехи есть. Она, конечно, себя ругает, но на самом деле, я бы сказала, не хуже какой-то вышивальщицы. То есть на самом деле. То есть такой уникальный человек приедет. У нас были, конечно, запланированы и другие спикеры, но вы сами понимаете, к сожалению, не каждый сейчас решится выехать за пределы региона и уехать за другой год. Поэтому Орнамент-фест будет представлен фольклорным коллективом из Ульяновска. Вот. И кроме этого приедут еще участники, кстати, вот у нас 23-го, участником вышивального конкурса будет представитель Ульяновского областного краеведческого музея Алексей, да, его зовут? Сергей. Да, Сергей приедет и будет участвовать на конкурсе вышивальщиц, уж я теперь не знаю, вышивальщиков, как сказать, то есть он тоже очень интересуется чувашской культурой и будет принимать участие, дал согласие, что приедет. Он приедет, да, может, точно вы созванивались, вот. Поэтому вот такая вот лаборатория, не только популяризацию, но и изучение тайн чувашской вышивки. Я надеюсь, у нас будет 23-24. Вас, в общем-то, мы и приглашаем. Это пятница, суббота. Круглый стол в субботу в 3 часа. Будет о чем поговорить, что обсудить, поэтому мы вас всех приглашаем. В общем-то, у меня все, поэтому, коллеги, если есть вопросы, можете задавать спикерам, нашим сотрудникам. Мы готовы на них ответить. Если нет вопросов, но если потом они возникнут, вот нашему пресс-секретарю Светлане Гордеевой можете задавать вопросы, раз вот мы ответ получили. И что еще могу сказать? Хочу вас поблагодарить, что вы не сочли, оставили без внимания День чувашской вышивки и наш Орнамент-фест. Я вам очень благодарна, что вы нашли время и в такой короткий срок, за который мы готовили пресс-конференцию, вы откликнулись и даже предложили, внесли свои предложения в дальнейшее чествование чувашской вышивки.